Посадим дерево. Сегодня то, что вот в обновленном таком прекрасном парке мы производим посадку деревьев, крупномеров, ну, это и патриотическое воспитание, и экология, и все это включая в себе, это комплексные вот такие подходы, как я обычно говорю. Красиво. Еще давай кидай, еще. Давай, не можешь оторвать? Давай тебе оторвать. Кидай, держи. Кидай вот туда, смотри. Сейчас они, смотри, как быстро плывут. На, держи еще. Давай. На здоровье, давай еще. Давай еще. Сколько они все сюда приплыли. Biz bələkəydən onlar hələ birinci klassda okurğa barmagan, onlarga meni işə ketken şokta nərət verip giteyim. Nindi iş var, boksa utarga kerekmi, kir juarga kerekmi? Buna bir gene kabat orasında etmişip kaldırmayındı. Bir küvetip maşına çıktı bir kir juarga. Maşına bile bir küvetip kir juganlar, ihatalarga jipleri bilen eğlendirip ölgenler, min koyttum abitka. Bir kere de eğlendirmiş ilgenler. Men kızıp veren bitinde hapsı kayıskı. Kirdim. Niye bileytem kirlerini eğlendirmiş ildigiz. Enkeyete bola kayıp zila harbi süteyte kürme. Jualar da bir koruylar da yine yaratmaz deyip de yanıdan di salıp, praşıp salıp yanıdan jup. Şermesenge düşüp sekap koyttular di. Birinci klastan bir atmadan sonra kulağına bir atmetkası tutup koyta başladı. İki bala çıktılar. Onu bitirip iki klaska, Abu Harif'in klasına. Şularga ol hoca buldu. Onlarını tınlatırga da, süleşirge de şulay buldu. Allah şulay bergen onu. Милиша, покучем был до школы, да? Давно нет? Да, в мае еще были. Смотрите, вот эти лестницы же не было, да? Вот этой лестницы не было. Так хорошо сделано. Вот Ульфат так красиво, хорошо сделан, да? Наш Ульфат. Очень хороший, да. Ну, привет, наш Ульфат. Привет, мы опять пришли к тебе. У нас очень дружный класс был. Вот однажды мы готовились вечерами на 9 мая.
Ульфат был памятник, солдат, а я была мамой у вечного огня. Весь класс пел «На Мамаевом кургане тишина». Но так интересно было, ну так хорошо у нас получилось. И нам дали, Милюша, помните? Второе место. Конечно, я помню. На второй день пришли. Мы недовольны были все. Мы недовольны, ушли. На второй день, значит, в школу пришли. А почему нам второе место? Почему? Мы пошли к директору и добились, что мы все-таки лучше всех выступали. И на следующей линейке уже объявляют, 10 А класс занимает первое место. Это, между прочим, Ульфат добился. Это он доказывал там. Молодец, еще раз. Теперь так же делаем. Что делаем руками? Каждое 1 сентября у нас начиналось со звонка Ульфата Мансуровича. Он нас поздравлял с началом учебного года, с Днем знаний. Он не забывал свою школу, он не забывал свою малую родину. И всегда говорит он: я делаю подарки мальчикам. Ну вот хочется и обрадовать девочек. Что я могу подарить девочкам? И вот таким образом у нас родился вот этот проект. Он решил подарить нам швейные машинки. Когда он начал вот это предлагать, и самое главное, наверное, цель вот этого всего проекта, чтобы деревенские дети, девочки не потерялись в взрослой жизни, в будущем, чтобы могли освоить какие-то азы какой-то профессии, которая бы пригодилась в жизни каждой девочки. Мы, естественно, с радостью восприняли его предложение, и был таким вот сюрпризом для него, что вот этот кабинет мы устроили в его классе. Вот этот класс, кабинет технологии, был классом Ульфата Мансуровича. Внутрь не уходим. Давай. Отлично. Сколько их много, да. Мы выпускницы Старобашеровской школы, где тоже учился Ульфат Мансурович. Он часто к нам приезжал, мы виделись, общались. И, наверное, именно поэтому мы приняли решение поступить именно сюда, в колледж технологии и дизайна, где он тоже учился. Мы находимся перед техникумом легкой промышленности, сейчас Уфимский колледж технологии дизайна одежды. Он поступил в 1976 году после окончания 10 класса хлопкопрядельное производство, было такое отделение, а я попал в механическое отделение по оборудованию швейных фабрик. Сам по себе очень добрый человек, вот действительно вот любит помогать. Всех на лицо знал, вот всех по именам подходит, идет в толпе, даже какое-то мероприятие увидит, отойдет, подойдет, поздоровается, как дела, обращайся, вот все, как работа, как жизнь, как про семью, про родителей спрашивал, всегда вот так. Очень приятно, очень приятно. А собачка как зовут? Гоша. Гоша? Да, Гоша тоже Привет, участник всей вот этой активности нашей. Если уже зашли, один раз шумим здесь и так далее, строительно-монтажные работы ведем, надо завершать его.
Вот Вот надо завершить, конечно. Жители за. И очень большое желание. Из резерва нельзя перетащить сюда и тогда дополнительно контрактоваться, и чтобы до конца добить сразу. Ой, спасибо большое. Вот проработайте, ну зачем вот нервировать людей, понимаете, да? Вот раз зашли, работаем, шумим, Ой, спасибо вам людям огромное, покоя низкий не даем. поклон Ну, за закончить эту надо мысль. и уйти надо отсюда. За эту мысль большое Да. спасибо. Вот здесь Ульфат Мансурович собирал первую свою команду. Это ЖУ-40. Сейчас вывески, конечно, нет. И здесь начиналась его работа как начальника ЖУ. Его, конечно, уважал весь коллектив. Его слово было закон. Беспрекословно слушались. То, что он сам был порядочный. Ульфат Мансурович лично ходил по квартирам, журналам и записывал все замечания. Плюс давал задания мастерам. Мастера приходили, конкретно смотрели, ставили рабочих и решали эти вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как я рада вас видеть. Да, вы вспомнили меня? Конечно, Узнаете? конечно. Мы с Пожалуйста, вами пройдите. общались, да. Да. Ну, как я вам обещал, что сам лично приеду и посмотрю, как выполняется работа. Спасибо. На сегодняшний день вы видите уже там по лифту все вопросы как бы практически решены. До 1 сентября уже закончим мы эти работы. Уже. Все как обещали. Да, по пандусу то, что вот как сделали, пока поручни поставили, устраивает это нас или не устраивает? Да. Ему отказать было невозможно или ослушаться. Это как старший товарищ, как брат, может быть. Вот он действительно вот такой умел убеждать, донести до человека, чтобы он понял, что от него требуют. Если честно сказать, по тем временам мы все, наверное, скучаем, потому что это золотые времена были. И скучаем, ну, вот Ульфат Мансуровича забыть невозможно его. Вот у меня все связано с ним. Даже вот когда он стал мэром города, он приходил, вот наши объекты осматривать туда-сюда, он вот относился к нам тоже так же, как в те времена относился. Всегда у него было такое отношение к нам, как будто бы мы его семья. Был настолько подкован, что... То есть он не сразу говорил, что надо вот так вот делать, так подумает, раз, два, три. Сказал все. Если по нему не сделал этот подрядчик, все, он был не в милости. Человек же может оттуда выехать, сюда пойти, и он здесь уже не пойдет. Понимаешь, опусти его. Понятно, еще асфальт надо что. Вот доступная среда, вы смотрите сразу, раз программа есть, зашел, вот я вам тоже говорю, это вы сразу соблюдайте доступную среду. Утапливайте эти бордюры, создавайте людям комфортные условия. Ругал это вообще история. У него любимые две фразы. Вы мозги включайте. Вот это у него самая любимая фраза. Вы мозги, говорит, чуть-чуть включайте, чтобы, говорит, что-то сделать. Или же, когда поругает нас, ну, коллег, нас, он сам, конечно, переживал из-за этого, но в конце у него фраза такая, ну, вы, говорит, ребята, я же душечка, говорит, я же вас любя. Подожди, зачем? Держись крепко, а то упадешь. Ежик. Ежик его зовут. Скажи, ежик. О, все вопросы к папе, ладно, Лиза? Маша, остановилась. Это еще кто? Ну, мама с девочкой. Тебе нравится? Спрашивают. Нравится?
когда я был здесь генеральным подрядчиком, мы строили этот объект, и думали, как же здесь подключить тепло. И было поручено Ульфат Мансуровичу, Уфагазу, а Уфагазе тогда главным инженером Ульфат Мансурович работал, и ему поручили подать сюда тепло. А вы представляете, ни газа, ничего здесь нету, а чемпионат Европы через 4 месяца. Газ сюда проходит через железную дорогу. Обычно такие согласования проходят, год-полтора. Вот Мансурович буквально там за короткий срок проект весь согласовал и уже приехал в Уфу с согласованным проектом и начали строительство газопровода. Представляете, что из себя представлял Ульфат Мансурович? Он из любого положения находил правильный, при том, что законный выход. Мы сделали вот эту дорогу, сделали паркинг, Райфарович. А здесь, Райфарович, что вот сейчас стройка идет, вот как раз, здесь будет участок зеленхоза. Чтобы люди могли переодеться, инструменты и так далее. Сейчас как раз вот это мы делаем. Хотел спросить, тут перекусить-то есть где, нет? Вот будет ресторан. А вот здесь вот? Общепит будет. Но он по-нормальному делает, не так же, наверное, да? Да, это переделывает. Нет, это все здесь новый, нормальный, хороший, стеклянный. Проект уже есть, делаем уже. Мы уже все процедуры прошли, все сделали. Вот гранит. Да, я понял. Закатываем гранит. Исполняю ваше поручение. Мы с вами находимся на кооперативной поляне, в народе Цыганская поляна она называется. До 1998 года этот микрорайон был не газифицирован. И благодаря участию Ульфата Мансуровича Мустафина в ноябре 1998 года «Газпром», в то время предприятие «Уфагаз», сейчас мы называемся «Газпром газораспределение Уфа», производило газификацию этого микрорайона. Ой, на Цыганской я живу всю жизнь. Родилась здесь в 1952 году и вот до сих пор, слава богу, живу. Когда мы еще жили в детстве здесь были такие морозы. Тяжело было, потому что было у нас дровяное отопление, топили мы дровами. Холодно, конечно, утром встаешь, холодно. А когда вот уже газ провели, это, конечно, небо и земля. Это очень хорошо. Встаешь, тепло, не надо дрова таскать, не надо золо выгребать. Поэтому, конечно, кто газ нам провел, это очень хорошо и очень большое спасибо. Одним из главных событий в нашей трудовой деятельности была газификация Баймакского района. Несмотря на такие сложнейшие условия, такие как там скалистые грунты, болотистая местность, многочисленное пересечение рек, мы в 2000-х годах построили в Баймакском районе более 100 километров. Он был нашим учителем. Мы его вообще среди друзей всегда называли Абзы. Абзы в переводе, знаете, да? Это вот как старший брат. Можно сказать, он был у нас Абзы-командир, который все как в армии. Раз Абзы сказал, значит, нужно так сделать. Всем, дорогие друзья, желаю крепкого здоровья, прекрасных дней. Поздравляем наших ветеранов с праздником, с Днем Великой Победы! Действительно, вот ему подходит слово «уникальный». Человек, который мудрый, добрейшей души человек.
Даже старшие по возрасту не считали зазорным с ним посоветоваться о чем-то. У меня складывалось так, что если я что-то планирую, какие-то большие дела, обязательно я должен с ним посоветоваться. И, во-первых, потом я что-то скорректирую, он обязательно что-то подскажет. А если я с ним не советуюсь, у меня дела не идут, не получаются. Вот. Ну, я думаю, что это идет и от семьи, и мама Милёша Апа, она человек, которая тоже его настраивала. Она просила для района, для села, для соседей. И сама всегда всю жизнь помогала. Инейге кеңеш болды. Әйе, иней неше институт біткен кішілерде иней шул вакытта шулай әйтә алмас. Мына шулай шундай урында синең шулай сүзең келіп жетті иней де әйе. Құдай шулай берген. Әйе, бір сағатқа генә қайтып та шулай тұрмыш турында да яшау дәуірінде 62-ге кеткеш бетінде көп өмір өткен бола. Мы находимся здесь, потому что мы с Ульфатом Мансуровичем встретились последний раз в прошлом году на улице Менделеева. Улицу Менделеева практически ремонтировали мы, ремонт производили. Наши отношения строились не только на профессиональном уровне, а самое главное, наши отношения были дружеские, семейные. И вот, хотя его уже год нету, все равно мои внуки и внучки его называют Ульфат Татай, Венера Неней. Вот такие близкие были отношения. Но ближе не было. Ближе не было. И сегодня нету таких отношений, с кем нету. Ни с кем нету. Честно скажу, мне его хватает. У нас был, у него много, наверное, может быть, близких друзей было, но у нас были определенные особые отношения. Он относился как к младшему брату, он всегда меня присматривал, оберегал, советовал, то есть это вот у нас. Вот. С другой стороны, мне очень сильно повезло, то, что когда-то мы с ним познакомились. Тоже. Вообще во всем отношении, то есть это не только в этом, что даже посидеть, поговорить, да, где-то постоять на встрече. И городу повезло, когда он стал мэром города, считаю. Ой, аккуратно, не упади. Смотри, сколько много тут. Пенные. Нет, это же мыльные пузыри. Не нравятся мыльные пузыри. Ульфат Мансурович задал очень хороший темп в развитии города. И нам важно этот темп сохранить при подготовке к 450-летию нашего города. И я уверен, что те объекты, которые сегодня мы будем строить, они будут построены в память о нем. Я, когда выступал перед депутатами городского совета, обозначил проблемы города в коммунальной сфере, строительстве, строительстве социальных объектов и так далее. Я очень надеюсь на вашу помощь, на помощь республики. Все обещания, которые были сегодня озвучены мною, они будут выполнены. И те комплекс проблем, которые имеются, совместно, я думаю, будем решать. Я хотел сказать, что сегодня я уже подписал документ о выделении необходимой суммы денег на закупку уборочной техники.
для уборки ваших улиц, для того, чтобы город был красивым, чистым. В самое ближайшее время город получит эту технику. Эту помощь мы оказываем из регионального фонда, поэтому помощь будет быстрой. Когда он получил предложение возглавить город, он не колебался, засучив рукава, взялся за это дело. То есть у него уверенность была, знания были. То есть и мы, кто его знали, всегда были готовы ему помочь во всех вопросах. Ну, да, здесь, по-моему, вы... Асфальт. Асфальт? Вот здесь вот асфальт. здесь да. асфальт. Здесь Вот это все асфальт. Вот здесь по этой площадке, вот перед ГДК еще посмотрим. Может, не спешим пока. Дарим городу этот парк, дарим городу вновь воспоминания нашей юности, молодости и дарим городу замечательной композиции «Журавли». Уверен, что фонтан, сквер Дубки всегда будут излюбленным местом наших горожан и будет точкой притяжения. 4, 3, 2, 1, пуск! Журавли вдохновляют людей. Священная птица вошла в лик разных народов, где изящные птицы несут мир и благословение. Он с огромным уважением относился к Раде Фаридовичу. На самом деле они были очень близки, как друзья. Зная, насколько он ответственный, если уж он взялся за это дело, он и перед шефом, как он называл, и перед людьми, он ответственность никогда не говорил, что я устал или я этого делать не буду. Что, по-серьезному сейчас? Вы уже как специалисты прям. Мы же не молодые, поэтому столько уже посажали деревьев, что и опыт появился. Идем. О. Он для нас всех действительно был абзый, даже для тех, кто был его старше, потому что это был очень мудрый человек очень мудрый. Я не знаю, мудрость, откуда у него это Богом данное, скорее всего. Вот. Это был очень мудрый человек, поэтому мы его действительно все звали Абзый. Он достоин этого имени. Тиля, не мотай, кукло упадет у тебя. Слышишь? Прекрати, подожди. Ну, парк, конечно, называется Уфимский лип, это тропа здоровья. Ульфат Мансурович, он хотел, что вот такие места в городе очень много было. И стремился к этому. Парки, памятники, скверы, это его, вот, скажем, он горел этим и старался все, например, доступно было для горожан, для людей, для отдыхающих. Ульфат Мансурович относился очень бережно к старшему поколению, очень любил детей. И когда формировалось техзадание по этому парку, он спросил мнение у всех. И у молодых мам, и у детишек, и, конечно, у нашего старшего поколения ветеранов.
Ну а как, Николай Васильевич, парк вот перестроился, нравится вам? Все же к лучшему, Да, все к лучшему, конечно, все для отдыха, для комфортного пребывания жителей нашего города. Это главное. Это главное, если вы довольны. Здесь гуляют люди, да, и все говорят, ну, благодарность. Вот администрации города, какие молодцы, такое сделали. Обещание выполнили. Помню ту историю, когда в администрации проходило мероприятие, и когда уже архитектор доложил концепцию парка, он спросил мнение жителей. И вот старшее поколение попросило: сделайте нам, пожалуйста, такую вот беговую дорожку или тропу здоровья для занятия скандинавской ходьбой. Во время утверждения проекта по реорганизации парка мы попросили Ульфата Мансуровича, чтобы нам сделали тропу здоровья. И он нас услышал, когда мы сказали, нас занимается здесь до 70 человек, он нас услышал, удивился и сказал: тропа вам здоровья будет, и она есть. И мы с удовольствием занимаемся уже второй год по этой тропе. К сожалению, Ульфата Мансуровича нет с нами, но вот его дело живет, и благодарность огромная, и память вот сохраняется на долгие-долгие годы. Многие говорили, что вот когда только он пришел, говорили о том, что он вот хозяйственник, настоящий хозяйственник. А потрясло то, что он близок был к нам, молодежи. Новость. Сегодня на нашей игре присутствует глава администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ульфат Мансурович Мустафин. Добрый вечер, добрый вечер. Спасибо вам огромное за поддержку КВН-движения в замечательном городе Уфа. То есть он действительно как-то переживал за то, что вот молодежное движение должно реализовать какие-то вот свои там амбиции, да. Кто-то даже написал, даже говорит, ему интересно, оказывается, КВН. А почему мне интересно? Это потому что молодежь. У нас и много студентов в городе, много высших учебных заведений. Какой-то юмор, наверное, найдут что-то сказать там. Но вроде как бы снегом мы справляемся, да? Я думаю, что это тоже затронуто. Мы договорились в Сочи встречи с Масляковым. И первая командировка Ульфата Мансуровича, опять же, была выезд какой-то за город в качестве мэра. Это был именно на КВН. Мы поехали в январе месяце на КВН. Он прилетел с нами. Мы зашли к Маслякову, встретились, там, поговорили. Он очень живо общался и очень уговаривал, чтобы все это нужно в Уфу перевести, потому что до этого она была в Казань. И Ульфат Мансурович лично убедил Маслякова, чтобы забрать из Казани и перевести в Уфу. Потом на следующий день в Уфе случился снег, первый в его истории, получается, Ульфата Мансуровича. И он быстренько улетел сюда, видимо, убирать снег. Самая высокотехнологичная и эффективная машина по уборке снега. Почему именно Ульфат Мансурович? Просто он делает это не только качественно, но и со вкусом. Ну, он должен был прийти на финал. То есть лига запустилась, он постоянно должен был прийти на какой-нибудь из игр. То есть вот он собирался, все, мы были на созвоне, он говорит: все, я вот на финале буду. То есть и так случилось, что именно до финала, то есть, получается, на финал он и не попал. Ну и главная благодарность, я считаю, что мы должны это сказать, мы должны выразить ее человеку, без которого бы не было первой лиги в Уфе. Это Мустафину Ульфату Мансуровичу. Аплодисменты ему.
В каком городе мы с тобой? Куда приехали? Я тебе только что говорила. Уфа. Уфа. В гости приехали, да? А куда в гости? В город Уфу. Какой город красивый. Да. И какие машины. И какие машины. Ну, машины у нас тоже есть. Автобусы вон ездят тоже. Где? Так вон, видишь, автобус «Газель». Ага, я вижу. Видишь? Мам, тебе и я тебе сама сейчас Он хотел, чтобы у нас была на въезде в город огромная арка. Вот поэтому эта мечта, конечно, у него уже, скажем, наверное, не знаю, осуществится, не осуществится. Триумфальная арка он называл. Вот он хотел его на въезде к мосту как-нибудь, вот он говорил об этом постоянно, его какие-то видения, видимо, были, мышления там, советовался, как вы видите, как вот хотелось бы, вот он хотел, конечно, триумфальную арку на въезде к городу Уфе. Планов у него огромное количество. Город он знал и любил. Он сказал, вот если я пока работаю, сумею построить 5 мостов, я не знаю, про какие мосты он говорил, но 5 мостов вокруг Уфы, в Уфе, тогда я буду счастлив. Вот как-то вот такую фразу я от него. Чем больше мостов в городе, тем меньше проблем для наших горожан. Но все это прекрасно понимают. Вирусы приходят, кризисы приходят. Но кризис, они приходят и уходят, а жить-то надо, работать надо. Также развиваться нужно. В команде человек работал, и он свою команду заставлял работать. Даже если возьмем светофоры, да, вроде бы, казалось бы, там вот эта красная линия, там, который, где на столбах сейчас светится, это очень здорово, когда издалека ты едешь, ты иногда светофор даже не видно, а вот эту ленту красную или зеленую, мы сейчас его издалека видим, это тоже, это они сделали, вот, их идея, все-таки это очень здорово. Приятно видеть перед собой замечательное, прекрасное, красивое здание новой современной школы с громким названием «Смарт». Ну, вообще наша школа очень крутая, потому что мы можем здесь изучать разные иностранные языки, ходить на разные секции, кружки, изучать 3D-моделирование, программирование, ну и развиваться всесторонне. Пишем Бутен 2. Good morning. Good morning. Здравствуйте. How are you? How are you? I'm fine. Хаджарнисик? Я? Молодцы. Садитесь. Я вот помню все наши оперативки, мы ждали Ульфата Мансуровича, и мы ходили по школе, наверное, часа 2. То есть он заходил в каждый кабинет, он все спрашивал, все ли достроено по уличным площадкам. То есть, и вот когда мы еще думали открывать школу, тогда он сказал, пусть вот именно зона, школьная площадка, у нас 11 спортивных универсальных площадок, это, говорит, пусть будет доступно именно для детей и жителей микрорайона. Мы находимся на тренировке команды «Урал» на стадионе «Динамо». Ульфат Мансурович в свое время учился в авиационном институте, в Уфимском авиационном институте, и ходил на тренировки группы здоровья ветеранов по волейболу. Он занимался многими видами спорта, и боксом занимался, и пробовал себя, не профессионально, но пробовал себя. Но волейбол – это интересный вид спорта, поэтому ему это нравилось.
Не каждый сможет подать подачу, даже и профессионал мы прекрасно знаем, но он мог это сделать. Приходил к нам и на игры, и на соревнования, всегда был нашим гостем, мы всегда были рады его приходу. Сегодня я рад приветствовать вас всех в вашем городе, столице Республики Башкортостан, перед открытием сезона чемпионата России по волейболу. Когда мы один раз здесь на балконе на игре смотрели игру нашей команды, ему пришла мысль: волейбол в каждый двор. И все, он загорелся. И в результате за год было построено как минимум 300 волейбольных площадок во дворах. То есть вот такой вот его азарт переходит в результат. Олег Александрович, вас тоже попросим оставить автограф. Готовы? Да, просто бросьте детям и начнется игра. Подать. Можно и подать. Вот. Есть. Сын стоит в команде мальчиков. Ой, хороший. Все точно. Молодцы! Клен почистить надо будет, да. Забор открыть, клен почистить. Как раз нормальная территория получается. Так? Да, очень место хорошее. Резиновым покрытием нормальную спортивную площадку поставим, пусть волейбол играют, и футбол можно попинать и так далее. Она будет огороженная, а потом Валерий Николаевич уже наши игроки придут, детей будут тренировать, играть с ними, так же, да? Конечно. И вот такое будет развитие здесь спорта. Пусть наши дети растут здоровыми и активными. Первая моя мечта была, когда я в 2018 году сюда пришел. Вот круто было бы спортивная площадка, если бы у нас реально была. И так получилось, начали строить. Смотрю, здесь уже асфальт. Потом потихонечку вот эти стойки появились, потом сетку. Потом с ребятами начали выходить. И вот потихонечку они все больше и больше начинают играть здесь. И им нравится. Ну, раньше здесь не было площадки. И ничего не стояло. Все зависали в телефонах, ничего не делали. А сейчас появилась площадка, мы можем в свободное время пойти поиграть в футбол, баскетбол. Вот Егор у нас любит и активно занимается баскетболом. Эта площадка построилась у нас буквально 2 года назад. После этого жизнь детей в детском доме гораздо стала лучше. Они стали заниматься спортом более часто, чем обычно. О, шеф-повара-то какие. Ульфат Мансурович, а вы что вы любите готовить? Вообще готовите ли сами? Бывает такой момент? Честно? Честно, конечно. Ну, готовить на природе люблю готовить. Шашлыки, торпеда, или как у нас в народе говорят, трубу. Ну, а так дома, во-первых, времени нет. И, надо сказать, супруг готовит. А любимое блюдо какое? В смысле, ну, мясо. Что-то связано с мясом. Так, раз. Ну все, Ульфат Мансурович, давайте. Давайте. Куда нажимать? Вот так, да? Так, по кругу. Ульфат Мансурович, это как Давайте вы здесь потренируйтесь. Вот, все, супер, супер. Надо сделать его красиво. В середине вишенки вот так. Открывать? Нет. А что понравилось больше всего? Картошка. Огурки. Огурки понравились. Площадки игровые. Когда он к нам приходил, он заходил к детям в группу
и они облепляли его со всех сторон. И, видимо, от него шла такая, добрая, хорошая энергетика, что дети совершенно его не боялись, они никак не тревожились в его присутствии и сразу вступали с ним в контакт. И каждый хотел обратить внимание на себя, что, мол, посмотрите, вот у меня там игрушка, например, или кто-то хвастался своим платьем. И он отвечал на это добром, к ним относился очень по-отечески, и взгляд его, он был, как взгляд такого отца, большого семейства. Он был и добрым, мягким, с одной стороны, и этот взгляд, а с другой стороны был таким придающим сил, уверенности, что молодец, ты все правильно делаешь. С Ульфатом Мансуровичем мы познакомились буквально, когда он заступил к должности. Вы знаете, подъехала машина к воротам, вышел человек. Мы когда увидели эти добрые глаза, мы увидели, когда эту заинтересованность в нашем учреждении, просто поняли, все, это наш человек. Это человек, который нам поможет, который вложит свою душу, эту добрую, в наше учреждение. И действительно, буквально на воротах он сразу сказал: озвучивайте все ваши проблемы. Проблемы мы озвучили. И буквально в кратчайший срок нам провели освещение на территории. Нам установили детскую площадку, которая сейчас за моей спиной, где так активно играют детишки. Он нам сделал асфальт. И он очень много что сделал за тот короткий срок, что он успел поработать. Есть проект «Радость нашего дома» и есть «Счастливый билет», где мы наших детишек фотографируем, сделаем маленькие ролики, их показываем на телевидении, делаем ротацию какую-то фотографий, и участвуют в этих проектах известные люди. Ульфат Мансурович был одним из тех людей, который фактически один из первых, когда мы возобновили эту программу, участвовал. Как мы ее назовем, Лизонька, а? Как мы ее назовем? Держи. Держи, пожалуйста. Ох, красивая кукла, а? О, красавица. Подержи. На диванчик присаживайся. Да. Ой, Лизонька, так красивая девочка. Сколько у нас? Ей год и... 10 месяцев. Год и 10 месяцев. Почти 2 года уже. 2 годика уже. Вот, Лизонька. Ну, пока не говорим же, наверное, еще, да? Вот это... Да. Он снялся с нашей девочкой, девочку зовут Лиза. И вы знаете, когда он только пришел на эту съемку, мы девочку готовили, все-таки незнакомый мужчина к ней придет. Но у нас тут же наши подозрения в отсутствии контакта, который может случиться, тут же рассеялись, потому что девочка побежала сама к нему. Он сам пошел к ней навстречу, мы просто отошли в сторону и дали им возможность просто между собой общаться. Мы их, во-первых, не могли долго оторвать друг от друга, они очень долго играли. И по итогам этого контакта создался этот ролик, и девочка сразу же приобрела замечательную семью. Мы очень рады, что такая ситуация у нас произошла. Привет, Лиза. Привет. Как дела у тебя? Нормально. Нормально. Где была лягушка-путешественница, а? В Уфу. В Уфу каталась? Вот хорошо. Что видала там? Площадки. Площадки? Вот хорошо. Да, Лиза? Да, Лиза? Будем папу говорить? Первый вечер мы приехали, она села в кресло и сидела, она так наблюдала за всеми. Но она в этот же вечер нас начала называть мама, папа, не было у нее, потому что, может, ребята так называли, и она не было, чтобы мы ее там заставляли или как-то, она сама начала уже.
Ну, теперь она как капризная принцесса себя ведет всегда, что она главная, везде хочет, чтобы ее только слушали, не хочет подчиняться. Да, Елизавета? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Знаете, когда-то у нас вот соседи тоже, ну вот люди, которые брали, и видела я, для меня казалось, это такое, не знаю, такой шаг в жизни человека, который решится взять чужого ребенка, воспитывать. Если душой лежишь к этому ребенку, мне кажется, никаких вот таких вот барьеров или препятствий не будет. Все будет хорошо, но, в принципе, надо настраиваться к тому, чтобы было всегда хорошо. И... Не нужно бояться. Да, не нужно бояться. Конечно, он был такой. Но, наверное, не зря сотни мужчин до сих пор плачут по нему. Плачут по нему, вспоминают его. И до сих пор всем больно. Конечно, он был очень разный. Когда надо было, он был стальной. Когда надо было, он был хитрый. Когда надо было, он был нежный. Вот такой был человек. Оны соғын мен енемесің, мен оны соғынмаслық мұны бүтін Башқұртстан соғынып яратып сөйлебейт баламны. Шуш қадарлы дұға болып бара ол кішілер оны әйбәт деген сөзі. Онарға дұға болып бара. Он на самом деле для меня очень много что. И это и друг, и старший брат. И так получилось, моих родителей нет. Он был дедушкой для моих маленьких детей. Он мою жену называл доченькой. Он был очень близкий, родной человек. И вот мы сегодня стоим на кладбище, и прошел ровно год. Я себе давал слово, что когда пройдет год, я перестану по нему плакать. Потому что в наших религиях и в нашем человеческом обществе мы должны в какой-то момент наших близких, кого мы потеряли, мы их должны отпустить. Мы его должны отпустить. Он должен быть на небесах, пусть его душа спокойно покоится, пусть он не переживает о том, что мы горюем, плачем. Мы о нем, конечно, будем помнить, но будем помнить со светом в душе, с теплотой в душе, где-то вспоминая наши добрые шутки. Но нам всем, мне кажется, самое главное сегодня – что я для себя решил, что надо его отпустить. Пусть его душа покоится с миром. ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا